Испытано на себе. Основанный 2 июля 1860 года. По сей день это основной и самый надежный бастион Тихоокеанского флота. Город воинской славы и японских автомобилей. Владивосток. Всем привет, друзья! Это программа «Испытано на себе». И сегодня мы поговорим о туризме в Приморском крае, в частности во Владивостоке, и о японских машинах. Ну что, погнали! Добраться до Владивостока можно на самолете. Это если подороже. Перелет с Якутска обойдется от 15 тысяч рублей. Или бюджетно на поезде с пересадкой в Хабаровске. Ну что, на часах 7:00 мы в Хабаровске. С этим городом меня связывает очень-очень много. Об этом расскажу чуть позже. Пересадка здесь у нас на другой поезд, следующий Владивосток. О том, что с самого своего основания город Владивосток – это прежде всего бастион, надежная защита Дальнего Востока, свидетельствует такая вот батарея, входящая в общий комплекс под названием Владивостокская крепость. Это, кстати, сегодня является музеем под открытым небом, куда можно прийти и ознакомиться. Ну а в целом же, друзья, по побережью очень часто встречаются уже заброшенные, вросшие в землю укрепсооружения. Может, уже, правда, без пушек, но вот такие вот, скажем, катакомбы, казематы, они есть на побережье, и мы туда тоже обязательно съездим. В течение продолжительного времени российское правительство искало опорный пункт на Дальнем Востоке. Эту роль поочередно выполняли Охотск, Аян, Петропавловск-Камчатский, Николаевск-на-Амуре. К середине 19 века поиски форпоста зашли в тупик. Ни один из портов не отвечал необходимому требованию – иметь удобную и защищенную гавань рядом с торговыми путями. Силами генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского был заключен Айгунский договор. Началось активное исследование Преамурья, и позже в результате подписания Тяньцзинского и Пекинского трактатов к России были присоединены к территории современного Владивостока. 2 июля 1860 года транспорт сибирской флотилии «Манчжур» под командованием капитана-лейтенанта Алексея Шефнера доставил в бухту Золотой Рог воинское подразделение для основания военного поста, который теперь уже официально получил название «Владивосток». За последние где-то 2-3 года, особенно в этом году, очень много людей было с Якутии. Прям начиная с самой весны, где-то с апреля, и по октябрь приезжает очень много людей с Якутии отдыхать, купаться, загорать. А в этом году с семьей мы решили провести отпуск именно во Владивостоке. Давно хотели побывать тут, да и относительно рядом с Якутией, все же Дальний Восток. Что запомнилось? Прежде всего, Приморский океанариум. Дети были в восторге. Очень интересно выполнен дизайн, не только вот основное здание, но и прилегающие территории. Билет взрослый стоит 1000 рублей, детский вроде 600 рублей было. Но основное зрелище – это, конечно, выступление дельфинов. Но чтобы попасть туда, надо заранее покупать билеты, причем за неделю. В целом же нам очень понравилось. Большое количество млекопитающих, информативная экскурсия. Ну, как нам показалось, немного затянуто. Еще посетили известный стеклянный пляж, где берег усеян отшлифованным от воды и камней стеклом. Интересный город, природа, море. И не так далеко от Якутии, как, например, в Сочи. Русский Сан-Франциско. Такое сравнение все чаще появляется в сетях.
А все благодаря мосту «Русский». Этот вантовый мост через пролив Босфор-Восточный на сегодняшний день является мостом с самым большим в мире пролетом. Но если верить преданиям и архивным рукописям, то генерал-губернатор Муравьев-Амурский сравнил Владивосток со Стамбулом, где свой Босфор-Восточный. Помимо вышеперечисленного, огромное впечатление на меня произвел студенческий городок Дальневосточного федерального университета. Расположившись в живописной бухте, как мне показалось, имеет абсолютно все для комфортной жизни и уж тем более учебы, стоимость которой начинается от 180 тысяч рублей. А ведь когда-то у меня было желание поступить в океанологический институт, но испугался конкурса 8 человек на место и поступил в искусство, в надежде стать режиссером и когда-нибудь снять «Аватар». Ну что, пришло время для выхода в море? Конечно, друзья, одно из самых основных и увлекательных приключений здесь, в Владивостоке, это прогулка на катере. Мы вышли из бухты с греческим названием Улис, прошли под мостом на остров Русский. Ну что, полный ход, идем по проливу Босфор-Восточный. Через мыс Вятлина, остров Скриплёва к известному многими публикациями в сетях мысу Табызина. Красивое место, которое любят посещать как местные, так и туристы. Уже по прибытию на берег я загуглил данный мыс и столкнулся с двумя версиями. По версии всезнающей Википедии, мыс назван в честь лейтенанта Германа Германовича Табызина. Но вот на сайте Русского острова опубликована информация о том, что мыс назван в честь вице-адмирала Ивана Романовича Табызина. Интересно узнать ваше мнение в комментариях под данным видео. Так или иначе, но это хорошее место еще и для пешего похода. Как поведал нам наш капитан, этот пейзаж завораживает в любую погоду. А еще это излюбленное место клиффдайверов, любителей прыжков со скалы в море. Пришло время бросить якорь и на себе испытать соленые воды Японского моря. Знаете, есть на что посмотреть. Есть. И рядом. Но прогулка по морю на катере прям рекомендую. А вот он, кстати, мост. Мост на остров, который соединил материк с островом Русский. Когда-то это была просто военная база, но сейчас там видели, что вам показали и океанариум, но самое главное ДВФУ. Какой городок? Это не городок, это городище для студентов построили. Ну нет слов от масштабов и насколько все цивилизованно, ну прям по-европейски я бы сказал так. Хотя что там Европа, да, у нас все по-азиатски, с изюминкой.
Сейчас будем проходить по мосту, под мостом. Да, будем проходить под мостом, который соединяет материк с островом Русский. И будем загадывать желание. Вы тоже присоединяйтесь, друзья. Я хочу. Стоимость напрямую связана с размером и, соответственно, вместимостью. На четверых с 10 до 18 часов наш катер обошелся в 30 тысяч рублей. А с выходом в море понимаешь, насколько это было оправдано. После морской прогулки вечерний променад по историческому центру. Сам император Николай II останавливался в этом доме. Да. Такой вот исторический центр, да, дома еще остались, оставили свою архитектуру прежнюю. Да, прям приятно. А то у нас сейчас последние тенденции, это уже даже не железо и стекло, а уже просто сэндвич-панели строят. А вот, когда построилось на века. И очень приятно, что вот есть такой центр, где сохранена именно архитектура, еще та, с прошлого века начала. Или, может, конец позапрошлого даже. Ну, красиво. О, одна из моих любимых композиций звучит. Сейчас посмотрим, кто исполняет. Песня из кинофильма «Территория». Сыновьям Большой Медведицы. Конечно, был еще и ночной променад со своей культурной программой, но об этом я, пожалуй, умолчу. Скажу лишь только, что, будучи в Владивостоке, обязательно сходите на выступление кавер-группы «Вагнер». Не пожалеете. Таким я увидел Владивосток. В следующем выпуске посетим известный автомобильный рынок «Зеленый угол», купим японский автомобиль и перегоним его в Якутию. А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее хватит снарядов уже, и надо быстрее на вираже. Это был Владивосток 2001. Нет, 2021, да? Очень раз запелся. Давай. Увидимся ровно через неделю, и мы поговорим о японском автопроме. Ну а пока все. Всем пока. Было испытано на себе. Испытано на себе.